Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Казань в ожидании большого заседания Евразийского межправительственного совета. Что будут обсуждать премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, расскажет Салават Мухаммадулян. Их работа – настоящее испытание на прочность и школа жизни. Тут решать секунды. Как в Казани награждали врачей станции скорой медицинской помощи, увидела Юлия Гоголева. Нежеланное соседство. Мы с утра до вечера официально говорим, техника работает, гремит. Почему жильцы 39-го комплекса в Челнах против строительства выставочного комплекса, расскажет Рамиль Галиуллин. Правила дорожного движения через стихи и сказки. Мы передаем, допустим, через какой-то образ, дети это представляют. Кто они победители республиканского конкурса начинающих писателей «Путешествие на зеленый свет», узнала Вероника Гайнадинова. В ближайшие 3 дня Казань станет центром крупного международного события. В столице открывается заседание Евразийского межправительственного совета. Его еще называют Советом Пятерки. В состав входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Заседание пройдет в Казанской ратуше в пятницу 30 апреля под руководством премьер-министра нашей страны Михаила Мишустина. Главное в повестке – актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание уделят развитию внутреннего рынка, таможенно-тарифному регулированию, а также сотрудничеству в области космических исследований. И сегодня для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Казань прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. В столичном аэропорту его встретили Рустам Минниханов и полномочный представитель президента страны в ПФО Игорь Комаров. В столичной ратуше премьер встретился с президентом Татарстана. Рустам Минниханов поблагодарил главу правительства за меры федеральной поддержки в пандемию. Они были введены по поручению Владимира Путина. Также президент Татарстана доложил об эпидемиологической ситуации в республике. В среднем за сутки сейчас выявляют 30-35 заболевших. Вакцинируется более 5000 жителей. На сегодня привились от коронавируса уже 234 тысячи человек. Также сегодня состоялись официальные переговоры премьер-министров России и Беларуси, в которых принял участие Рустам Минниханов. В ходе встречи глава правительства отметил, что налажено прямое авиасообщение после пандемии. Сегодня в Казань из Минска прибыл первый авиарейс. Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Казань сегодня прибыл и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. В аэропорту его встретили президент Рустам Минниханов, председатель Госсовета Республики Фарид Мухамедшин и мэр Казани Ильсур Медшин. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко прилетел в первой половине дня. В аэропорту Казани его встретил Рустам Минниханов. Повестка дня у Романа Головченко была насыщенной, и побывал он не только в Казани. Обзор Салавата Мухаммадуллина. Воздушный борт премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко в аэропорту Казани встречает президент Рустам Минниханов. Прямо у трапа по традиции для гостей хлеб, соль и чак-чак. Из аэропорта Рустам Минниханов и Роман Головченко отправились в особую экономическую зону Алабуга. Мы сегодня собираемся сделать на двигателе КАМИЗ-35-25 эта машина. Здесь делегация Республики Беларусь осмотрела мощности торгово-производственной компании МТЗ «Татарстан». Именно она является единым оператором поставки техники марки «Беларусь» в Росагролизинг. Сейчас, с учетом развития газомоторной отрасли, компания рассматривает вопрос строительства автомобильной газозаправочной станции. Оказываемся в Беларуси всегда очень гостеприимно, очень по-деловому. Сотрудничество между Татарстаном и Республикой Беларусь Рустам Минниханов и Роман Головченко обсудили на рабочей встрече. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между республиками составил $870 миллионов, и обе стороны заинтересованы в развитии общих контактов. Вы, Рустам Нургалиевич, всегда уделяли очень большое личное внимание развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Татарстаном, реализации совместных проектов, поддержке бизнес-связи. Поэтому мы благодарны за то, что в течение столь долгого времени
вы это делаете. Ключевое направление белорусско-татарстанского сотрудничества – нефтехимический комплекс. Татарстан – основной поставщик Беларусь нефтехимического сырья. Плюс там работают 18 заправок Татнефти и 4 дилера КАМАЗа. Заверяю, что мы также будем и лимиты Татарстана, и активизируем нашу работу на белорусском рынке. Но если какие-то будут планы реализации каких-то проектов в России, представителей бизнеса Беларуси, конечно же, мы с удовольствием готовы и открыты. И сегодня на встрече стороны договорились развивать сотрудничество. Подписан протокол договоренности. Он предполагает взаимную заинтересованность в развитии торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Перспективы сотрудничества представили уже на Казань-Экспо. Роман Головченко вместе с Рустамом Минихановым осмотрели выставку ключевых отраслей промышленности республики. Если попробуйте эту машину, автомат-коробка, подвеска, самолет. Идут следом всегда. Очень крутой автомобиль. После выставки здесь же состоялась презентация инновационных разработок и инвестиционного потенциала Татарстана. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань, Алабуга. Поздравления в свой адрес сегодня принимают сотрудники скорой медицинской помощи. Праздник новый. В прошлом году его учредили по инициативе президента России. Сотрудников Казанской скорой сегодня чествовали в стенах Татарской филармонии. Как это было и почему их профессию называют испытанием на прочность, на торжественной церемонии побывала Юлия Гоголева. За то, что они годами создавали эту службу. Ветеранам скорой сегодня аплодировали стоя. В зале те, кто отдал профессии по 30-40 лет. Марзия Салахова одна из них. Она уже на пенсии, но до сих пор влюблена в свою работу. Видеть, что ты нужна людям, ты можешь как-то им помочь, это же большая радость. Валерий Шерешевский в свои 80 до сих пор на службе. На вызовах со скорой откатал почти 18 лет. В этой профессии надо очень быстро соображать, быстро принимать решения, ибо тут решает секунды. Сегодня вся страна благодарит вас за ваше мужество, за ваш профессиональный труд и за вашу преданность профессии. Среди награжденных не только фельдшеры и врачи, водители и диспетчеры. Все это одна команда. Раис Афлятов возит медиков 4 десятка лет. Помнит, как в скорой начал работать экс-министр здравоохранения Айрат Фарахов. Тогда еще на рафах начинали ездить. Ну, разные машины были, и УАЗики, и газели. Сам Айрат Закиевич сегодня тоже с теплотой вспоминал это время. Прекрасно помню 103-й рафик. Прекрасно помню водителей. Что такое рафик тогда? Это ты летишь, колеса сзади. Это, я не знаю, мне кажется, лучше машины не было. Грандиозный праздник для работников самой скорой службы сегодня организовали и в Челнах. Здесь каждый настоящий герой. Многие начинали работать, когда город только строился. В все времена на все Челны была всего одна бригада скорой. Обслуживали в основном травмы, потому что ни дедушек, ни бабушек тогда не было. Очень много возили родов. 20 родов в день возили. Была молодежь. Старались заработать квартиры. Это жизненный фактор был. 26 лет на скорой работает и Фануза Попова. Говорит, чего только не повидала, но каждый случай нестандартный. Молодой человек, 27 лет. После злоупотребления алкоголем у него появилась рвота, и он не знает, что с ним. А оказывается, у него шел инфаркт. Он не верил этому, долго сопротивлялся. Как это так? Я такой молодой. Отдельный праздник у работников скорой появился по инициативе президента страны в прошлом году. И вполне заслуженно. Во время пандемии работники скорой были на передовой. Для нас это абсолютно было новым. Очень много было заболевших. Много поступало вызовов. В течение суток до 2000 вызовов поступало только в городе Казани. И нам приходилось некоторое время даже простаивать при сдаче пациентов в стационаре. Сейчас вызовов меньше, около 1200 в сутки, но от этого труд врачей не становится менее значимым. За одну смену каждая бригада обычно оказывает помощь 15 пациентам. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан.
В условиях пандемии на вас лежит особая нагрузка. Спасибо, что готовы прийти на помощь в любую минуту. Такими словами Рустам Минниханов в своем инстаграме поздравил работников скорой медицинской помощи. На фотографиях врачи на передовой, в машине скорой помощи, в диспетчерской, а также в красных зонах. Ситуация с коронавирусом в мире накаляется. Самая тяжелая обстановка в Индии. Ежедневно по 300 тысяч новых заболевших и по 2000 смертей. Как сообщает ряд СМИ, крематории переполнены, тела массово сжигают на улицах. В Турции уже завтра вводится локдаун. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность до 17 мая, а междугородные поездки будут по разрешению правительства. В России же зарегистрировано уже более 80 завозных случаев британского штамма ковид. 10 из них в Татарстане. Где заражаются и как обезопасить себя в майские праздники? На актуальные вопросы в прямом эфире Инстаграма ответил главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов. Как безопаснее провести майские праздники? Ситуация довольно-таки на самом деле тяжелая. То есть это в той же самой Индии, которая является одним из мест туристического отдыха. Та же самая Турция, которая на сегодняшний день закрыта и которой на самом деле очень много было запланировано поездок. Поэтому наиболее таким, скажем, идеальным вариантом, на мой взгляд, для снижения рисков всех заболеваемостей, то есть это провести, так скажем, домашний отдых. Много мутаций вируса, то есть вирус активно мутирует. Соответственно, появляются те штаммы, которые вызывают определенные опасения. И поэтому для того, чтобы с большей долей вероятности не пропустить их на территорию Российской Федерации, то есть введены вот такие вот дополнительные тестирования. Из каких стран везут COVID-19 в Татарстан? По данным Роспотребнадзора, такие случаи, в частности, британский вирус, они были зарегистрированы, то есть их около незначительных количеств, то есть мы пока даже не дотягиваем до 10 случаев. Проводятся противоэпидемические мероприятия среди контактные взяты наблюдения, проводится их обследование. С учетом массового распространения мы пока не знаем, насколько вирус заразителен. И, в принципе, по странам пока у меня есть данные, что это были из Турции. Какие рекомендации дают эпидемиологи тем, кому нужно выехать в другую страну в командировку? Если мы говорим в плане коронавирусной инфекции, это, конечно, вакцинация. Предстоит какая-то поездка, то есть это еще дополнительный стимул для того, чтобы сделать профилактическую прививку. Если в страны африканского региона кто-то выезжает, то есть здесь вакцинация против желтой лихорадки, то есть она обязательна. Когда в Татарстан поступят вакцины Ковивак? Ковивак у нас тоже был, он пришел, 1560 доз, то есть это я говорю на 2 прививки, то есть на 1560 человек. Мы вели такой лист ожидания, поэтому все те, кто был внесен в лист ожидания на Ковивак, то есть они эту прививку получили. То есть очередность есть, мы ждем дополнительной поставки. Есть ли возможность привиться от COVID-19 на дому? Сейчас у нас вакцинация осуществляется в вакцинальных пунктах, которые расположены в медицинских организациях. То есть мобильные медицинские пункты вакцинации у нас расположены в фельдшерско-акушерских пунктах. То есть когда формируется определенная очередь, запись, соответственно, туда выезжает прививочная бригада. У нас развернуты пункты вакцинации в торговых центрах. Что касается нетранспортабельных лиц, которым затруднительно прийти в поликлинику, в исключительных случаях, то есть можем выехать, бригада может сделать. И мы особенно участники Великой Отечественной войны, Пытаемся отстоять свой двор и свет в окнах. В Набережных Челнах жители 39-го комплекса выступают против строительства нового выставочного центра около своего дома. Так расширяется инжиниринговый центр, который по соседству. По словам жильцов, новое здание строится слишком близко к их дому и с нарушением санитарных норм. Прокуратура города уже начала проверку. Все стороны выслушал Рамиль Галиуллин.
Мы с утра до вечера официально говорим, техника работает, гремит. Эмоции жильцов 39-го комплекса бьют через край. По их словам, стройка у них во дворе развернулась еще в марте. И там, где раньше была детская площадка, теперь вырастет крупное административное здание. Весь народ пенсионеров, мы здесь гуляли. Каждый день, каждый день. И дети гуляли, вот, отдыхали, спортом занимались. Это уничтожение варварства. Абсолютно не знаем, какой уровень шума здесь будет и так далее. Мы считаем, что здесь напрямую ущемляются права наших жителей этого дома. Высота здания, согласно документам, составит почти 10 метров. Это 2 этажа. Жители беспокоятся, что оно лишит их квартиры солнечного света и загрузит дворы машинами. А во время строительства техника разобьет все местные дороги, уверены челнинцы. Вот я живу в 24-м подъезде на 1-м этаже. Через нашу арку КАМАЗы друг за дружкой, по 10 КАМАЗов в день, туда-сюда, туда-сюда. Утром встанешь, и стена перед тобой. Всю же жизнь это жили, и раз сейчас жизни никакой не будет. Как стало известно, объект возводит индивидуальный предприниматель Эдуард Кузнецов, руководитель инжинирингового центра. Его компания занимается поставками промышленных инструментов. Мы связались с представителем Кузнецова. По словам Резиды Шарифулиной, строящееся двухэтажное здание будет использоваться компанией для собственных нужд. Внутри разместят выставочные залы, офисы, а также бытовые и технические помещения. По проекту на территории предусмотрено место для парковки, а значит, двор заставляться машинами не будет, уверяет представитель. Не должно быть проблем и со светом в окнах. Перед началом проекта были сделаны необходимые исследования, в том числе по пропуску солнечного света, это проект инсоляции. Данный объект не будет закрывать свет, есть официальная для этого экспертиза. Завершить объект планируют в ноябре этого года. На законных ли основаниях ведется строительство? С таким вопросом мы обратились в исполком. Запрос был отправлен еще на прошлой неделе. Ответ должен был поступить в течение 3 дней. Но он по каким-то причинам так и не был предоставлен. Тем временем законность стройки сейчас проверяет прокуратура. Прокуратура города Набережные Челны, по информации, опубликованной в СМИ, проводит проверку соблюдения земельного и градостроительного законодательства при строительстве выставочного центра с офисами рядом с жилым многоквартирным домом в 39-м комплексе. В настоящее время проверка не завершена. По итогам проверки при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования. Удастся ли жителям отстоять двор? Мы будем следить за развитием истории. На время прокурорской проверки по решению исполкома строительство заморожено. Рамиль Галюлин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Глава следкома Валерий Липский о делах Татфондбанка, поимке маньяков из своих лихих 90-х. К кому еще появились вопросы у следователей, читайте в интервью Валерия Липского в интернет-газете «Реальное время». Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, и снижение мировых цен на нефть из-за пандемии, Татнефть более чем на 12% увеличила выпуск нефтепродуктов. Сегодня об этом сообщили на заседании Совета директоров компании. Его провел Рустам Минниханов. Кроме этого, Татнефть за год на 22% увеличила объем реализации нефтепродуктов в розницу и на 5% выпуск шинной продукции. Компания также отчиталась об исполнении бюджета за первый квартал года и утвердила бюджет на май. Татарстан может стать лидером по зеленой энергетике, а в районах республики могут появиться образовательные центры, по примеру столичных. Новые проекты сегодня обсуждали на заседании Татнефтехиминвест Холдинга. Его провел Рустам Минниханов. В Татарстане ежегодно производят около 4,5 миллиардов кубометров водорода. И это уже позволяет перейти на водородное топливо. Рамиль Шайдулин обо всем по порядку. Сейчас мы уже говорим не просто о развитии образования, а о создании экосистем. Одна большая площадка, где дети и их родители смогут вместе заниматься наукой. Это недалекое будущее, а реальный проект, который сейчас воплощает в Альметьевске. На заседании Татнефтехиминвест Холдинга «Татнефть» представила научный центр «Альметрика». Только системное построение образовательных экосистем возможно обеспечение не только развития, но и то, чтобы таланты оставались на нашей территории. Рустам Минниханов считает, такие центры столичного уровня нужны во всех крупных городах республики. В наших центрах, не только в столице, в Челнах, где центр машиностроения, в Нижнекамске, где нефтехимия, химия, в Альметьевске особенно, где нефтяники. Нам важно создать такую среду, чтобы дети, молодежь, взрослые имели возможность себя чувствовать не хуже. Следующая разработка из Москвы. Она позволяет создавать полных цифровых двойников техники и даже целых предприятий, при этом удобнее зарубежных аналогов.
Мы можем работать со всеми 42 существующими на сегодняшний день CAD-данными, можем конвертировать их в себя, при этом мы не теряем никакой детализации и даем возможность облегчить размер этих файлов в 100 и более раз. Системы цифровых двойников Татарстан уже активно использует. Их внедряют нефтяные и нефтехимические компании. Однако это предложение не менее интересно. Новация в чем заключается? Что цифровой двойник переводится модель либо в телефон, либо в iPad, позволяющий эксплуатирующей организации с выездом на месте эти решения использовать в реальной жизни. Посмотреть надо, если эта программа, она более удобная, гибкая. Если мы будем иметь все коммуникации, знать, в каком они состоянии, как. Поэтому давайте поработаем. Республика продолжает наращивать технологическое лидерство. Уже сейчас, говорят на заседании, она может начать переход на водородное топливо. Тем более, что ежегодно Татарстан производит около 400 тысяч тонн водорода. Если в кубах, это где-то порядка 4,5 миллиардов кубов водорода в год. У нас есть большой опыт у Танека, большой опыт у Таифа. Водорода мы не боимся. Для полноценного развития нужно активнее производить современные компрессоры. Тогда Татарстан может стать лидером по развитию водородной энергетики в России. Рамиль Шайдуллин, Эльдар Сафиуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Цифровизация – это не дань моде, а реальная потребность. Об этом сегодня говорил Фарид Мухаммедшин на встрече с участниками семинара по повышению цифровых компетенций. Он проходит в эти дни в Казани. Со всей страны приехали 150 специалистов региональных отделений партии «Единая Россия». Для них проходят теоретические и практические занятия в Казанском IT-парке. Широкое применение информационных технологий – важный инструмент повышения нашей конкурентоспособности. Не случайно одной из приоритетных задач органов власти выступает перевод государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде. Учить правила дорожного движения проще через сказки и стихи, считают автоинспекторы. В этом году они объявили республиканский конкурс для начинающих татарских поэтов и писателей «Путешествие на зеленый свет». В Казани сегодня назвали имена победителей. Школьники, студенты, педагоги и воспитатели из 38 районов республики представили свои творческие работы. Конкурс прошел в рамках Года родных языков и народного единства. Для кого сегодня загорелся зеленый свет, расскажет Вероника Гайнудинова. Школьники, студенты, воспитатели, педагоги. На сцене и в зале сегодня победители конкурса. Образное метафоричное творчество они совместили с четкими правилами дорожного движения. Передаем, допустим, через какой-то образ. Дети это представляют, допустим, в нашем случае это Кунгас, светлячок, который не соблюдал правила дорожного движения и перестал светиться. Проза и поэзия для дошкольников и начальных классов. Всего 250 работ на татарском языке. Главный герой зовут Камиль, то есть он не соблюдает правила дорожного движения, живет своим миром, не слушает никого. И в конце он попадает под трудную ситуацию, и потом только в конце начинает соблюдать правила дорожного движения. Так педагоги помимо классической методики обучения правилам дорожного движения ищут и новые формы, которые смогут применять на занятиях. Благодаря такому системному обучению детей снижается количество ДТП с участием малышей. Так, за прошлый год в республике их было 465. Это почти на 100 меньше, чем в 2019-м. Я думаю, это в любом случае результат здесь двойной. Первое, все-таки появляются дополнительные методические материалы, которые мы сегодня используем. Второе, мы выявляем талантливую молодежь и взрослых. Для начинающих авторов провели мастер-классы члены Союза писателей республики. Как отмечает жюри, терминологию правил очень сложно превратить в стихотворные строки. Татарский язык, он в плане терминологии такой очень осторожный. Термины, будь то пешеходный переход, юл счета. Нам проще сказать счет просто. Либо тишу. Вот понимаете, а тут было требование такое, что нет, давайте вот согласно ПДД сочинять произведение. С работами победителей планируют издать книгу тиражом более 5000 экземпляров. Весь тираж передадут в садики и школы республики. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.
И сегодня журналисты выразили свою искреннюю благодарность работникам скорой помощи в их профессиональный праздник и зажгли на здании Татмедиа огромное сердце. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Это были новости Татарстана. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Небольшое, но все же потепление ожидается в Татарстане в четверг. Об этом чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг на юго-востоке в Бугульме, Вавлах, Азнакаево осадки не ожидаются, прояснится, чуть теплее, чем накануне, но ветрено. Не стихнет ветер и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, но без осадков и прояснится плюс 11. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше на несколько градусов станет теплее, осадки не прогнозируются. В Арске, в Кукмаре, Балтасе переменная облачность, хоть ветер и сменил направление с восточного на западный, но по-прежнему порывистый. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске также переменная облачность, без осадков и чуть теплее, чем накануне. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, осадки не ожидаются, около 12 градусов выше нуля. В Татарстан начинает поступать более теплый воздух, благодаря чему станет немного теплее. Но ветер по-прежнему активен и пока не сбавляет своей силы. В пятницу температура еще немного подрастет. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка. Подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. В четверг в Казани переменная облачность, синоптики осадков не обещают. Ночью плюс 4, а днем 10 градусов выше нуля. Ветер западный и все еще порывистый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.